эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Глава Якутии Айсен Николаев принимает участие в Дальневосточном форуме «Государственное управление про людей-2021». Новую водовозную технику передали Вилюйской группе улусов республики. Школьники Мегино-Кангаласского района прошли профориентацию в проекте «Билет в будущее». Власти Якутии готовы делиться опытом по трансформации системы государственного управления. Об этом в ходе панельной дискуссии губернаторов Дальнего Востока сообщил глава республики Айсен Николаев. Дискуссия прошла в рамках форума «Государственное управление про людей-2021». Целью мероприятия является консолидация лучших практик проектного управления, государственного управления и управления персоналом. В работе форума участие принимают руководители региональных администраций, ведомств региона и предприниматели благосферы. Работа форума завершится завтра. Опыт республики в части внедрения и развития проектного управления в целом получает достаточно хорошую оценку. В прошлом году наш департамент процессного проектного управления Республики Саха-Якутия занял первые места сразу в двух основных номинациях конкурса «Проектный Олимп». Это система управления проектной деятельностью в федеральных, региональных, муниципальных органах власти и компетентный проектный офис. Мы своим опытом применения новых подходов в управлении готовы делиться. Ну и, конечно же, стараемся получить и новые навыки, новые компетенции для качественных преобразований. Борьба с цифровым неравенством в якутском селе. Администрация Мальжагарского первого наслега Хангаласского улуса на средства из местного бюджета закупила деревянные опоры и заключила с крупным российским провайдером договор на выполнение работ по прокладке оптоволокна с охватом 100% населения села Булгуняхтах. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Волоконно-оптическая линия связи дошла до села Булгуняхтах в 2018 году. Это был прорывной год, когда высокоскоростной интернет стал доступен жителям отдаленных сел Улуса. Но не всем. На сегодняшний день в Булгуняхтахе к оптоволокну подключены около 90 домов, расположенных в центре села. А жители дальних микрорайонов вынуждены довольствоваться мобильным интернетом, который здесь работает с перебоями. Так как наше село Булгуняхтах, само название говорит о том, что у нас и низменности, и высоты, и покрытие сотовой связью у нас в некоторых районах очень плохое. Необходимость в быстром и стабильном интернете остро почувствовали во время пандемии семьи с детьми-школьниками. В том числе многодетная семья Натальи Федоровой, которая проживает в микрорайоне Молодежный. У Натальи сын второклассник и подрастают еще двое детей. Сама она также является учителем, поэтому понятие «дистанционная учеба» для нее не пустой звук. Сейчас мы подключаемся через телефон, через личную точку доступа. Подключаемся и так и к ноутбуку, к смарт-телевизору. И как сеть ловит здесь? Сеть сменили много операторов. Сейчас у нас Билайн более или менее ловит. И когда вот погода холодная, тоже нормально, да? Но вот когда с наступлением весны, летом абсолютно здесь вообще нету интернета. Администрация наслега решила поддержать своих жителей и предусмотрела в бюджете средства на закупку 120 деревянных опор высотой 12 метров, которые были вычищены от коры сельчанами во время многочисленных субботников, а затем установлены вдоль улиц села. После этого сейчас уже работники Ростелекома проводят свое оптоволокно. И до конца года, до Нового года у нас уже должна быть возможность у всех жителей подключиться к интернету. В состав Мальжигарского первого наслега также входит небольшое островное село Тайонары. К сожалению, туда оптоволокно еще не дошло, но на следующий год администрация наслега планирует установить там вышку 4G. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Федеральная программа «Земский доктор» активно работает в Нюрбинском районе республики. Одной из острых проблем российского здравоохранения является кадровое обеспечение медицинских организаций, расположенных в труднодоступных местностях. На ее решение и направлена программа. Всего с 2012 по 2021 год в Нюрбинском районе заключено 40 договоров по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В этом году заключено 7 договоров.
В этом году к нам приехали молодые специалисты, врачи-педиатры в детскую консультацию, в Малокаевскую врачебную амбулаторию. И впервые у нас появился педиатр участковый в Мархинской врачебной амбулатории, который курирует детское население всего Мархинского куста. Также по программе «Земский доктор» у нас к нам приехал врач-невролог в районную поликлинику. И также, конечно, приехали средний персонал. Это акушерка в Хатынскую фельдшерско-акушерский пункт и, конечно, в детскую консультацию медсестра с высшим образованием. Перейдем к эпидобстановке на территории республики. За минувшие сутки зарегистрировали 250 новых случаев коронавируса. Из них в Якутске 105, в Мирнинском районе заболели 23 человека, в Нерюнгринском 18, в Хангаласском 12. 11 случаев выявлено в Алданском районе, 10 в Жиганском, 9 в Оленёкском. Еще по 8 заболевших зарегистрировали в Амгинском и Мегино-Кангаласском районах. 7 в Усть-Алданском, 6 в Ленском. Еще в 14 районах республики выявили от 1 до 4 случаев заболевания. Количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось в Вилюйском районе. Сегодня амбулаторное лечение получают 76 человек. На стационарном лечении в инфекционных отделениях находятся 50 больных. На самоизоляции по требованию Роспотребнадзора 268 человек. Всего с апреля прошлого года зарегистрировано более 4000 случаев заболевания COVID-19. Административной комиссией, отделом полиции и Роспотребнадзором постоянно проводятся контрольные и рейдовые мероприятия. Согласно указа главы Республики Саха-Якутия за номером 1294 и указа за номером 1143, допуск граждан в торговые центры, торговые комплексы осуществляется при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекции COVID-19, подтверждаемых УАР-кодом. В связи с увеличением заболеваемости на территории Вилюйского района административной комиссией были направлены требования в малые торговые центры осуществлять пропускной режим граждан по QR-кодам. Новую водовозную технику передали поселениям Вилюйской группы улусов. 3 автоцистерны ГАЗ отправятся в села Эльгяй и Крестях Сунтарского района и село Кюндядя Нюрбинского района. Финансирование производится в рамках реализации целевой программы целевого фонда будущих поколений республики во имя будущего на 2021-2023 годы и на плановый период до 2025 года, а также в рамках реализации программы развития систем водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019-2024 годы. Основное финансирование ведется за счет ежегодных отчислений компании «Алроса» в размере 150 миллионов рублей. В рамках программы предусмотрено создание и модернизация объектов водоснабжения. Жители Усть-Неры ведут борьбу за свет на улицах. Они долгое время ставят этот вопрос перед администрацией. Этой осенью на нескольких домах установили фонари, но радовались люди недолго. Детали знают наши коллеги. Значит, проблема с освещением по улице Гагарина у нас была уже давно. То есть этот вопрос стоял на повестке дня. У нас дело в том, что один хороший человек закупил, значит, светильники, кабель, и, значит, МАО, это муниципальная организация, установили 3 светильника. Все очень радовались, все жители улицы Гагарина радовались, ну, было светло как днем. На днях я обнаружила, что у нас освещения нет. Начали выяснять, сказали, что Магаданэнерго отрезали. Обесточили не только фонари, установленные недавно. Обрезали и ДРЛ-фонари на доме 18, установленные жильцами несколько лет назад. У нас на домах стояли наши ДРЛки освещения. Во-первых, над подъездом у нас нет света. И чтоб на улицу светило. Это уже года 4-5 стоит. Освещение все заведено было на дом, на общий домовой счетчик. Стоят отдельные пакетники, то есть на случай чего можно выключить. Но это, конечно, надо как-то решать. Проблема для всей улицы. И снова улица погружена во тьму. Освещается только небольшой участок у магазина, да льется свет из окон жилых домов. И получается, наша улица Гагарина, вот уже 3-й год, вообще кромешная темнота. Народу живет здесь много, построили новые дома, ходят маленькие дети. В зимнее время темнеет рано. И, в общем, я думаю, что если должны были
ну, что-то не согласовала администрация или что, должны были сначала дать предупреждение, хотя бы 2-3 дня устранить какие-то недостатки. А то молча пришли, прямо залезли, все обрезали. Чтобы хоть как-то прояснить эту темную ситуацию, мы обратились в администрацию поселка. Для восстановления уличного освещения по улице Гагарина нами подана заявка в Магадан Энергосбыт. Заявка будет рассмотрена и в ближайшее время восстановят. Хочется верить, что практическое решение вопроса не затянется, а весной продолжатся работы по ремонту освещения остальных улиц райцентра. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. Социальные проекты предоставили некоммерческие организации на конкурсе гранта главы в Амгинском районе. Всего со всех наследов района было подано 23 заявки, из них прошли отбор 13 проектов некоммерческих организаций. В заключительном этапе приняли участие эксперты из ресурсного центра и поддержки детских и молодежных социальных инициатив республики. По результатам защиты проектов специалисты взяли под кураторство несколько НКО. Их в дальнейшем планируют выдвинуть на республиканские и федеральные конкурсы. Зарегистрированных НКО 28 и 5 некоммерческих организаций еще на стадии регистрации. На сумму 250 тысяч Алтанский наслег, НКО Алтанского наслега, на сумму 100 тысяч Эмисский и Медникинский наслег, и из Чапчелганского наслега на 50 тысяч рублей. Школьники Нижнего Бестяха познакомились с востребованными профессиями в проекте «Билет в будущее». Для учащихся с 6 по 11 классы проходила выставка профессий на базе транспортного техникума Мегино-Кангаласского района. Ребята ознакомились с профессией помощник машиниста поездов и локомотивов и самостоятельно попробовали свои силы под руководством опытных преподавателей. Будут не только познакомиться с профессиями, но и пройдут профессиональные пробы. Также с ними будут работать наши наставники, преподаватели специальных дисциплин. У нас проводятся 2 кейса. Это помощник машиниста поездов и локомотивов и дежурный по железнодорожной станции и депо. И надо подчеркнуть, что детям важно не только выбрать и спланировать свое профессиональное будущее, но и уметь переобучаться, попробовать что-то новое, развить свои базовые знания и компетенции. У меня на этом вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.